Здравствуйте, дорогие граждане Кыргызстана. На девятый день поисков и на девятый день митингов правительство Кыргызстана нашло виновных в похищении Орхана Инанды. Ими оказались сам Орхан Инанды и его супруга Рейхан Инанды. По сообщениям СМИ, э, заместитель главы МВД Кыргызской Республики Нурбек Абдиев заявил, что Орхан Инанды мог покинуть пределы Кыргызстана, используя другие документы. То есть тут используется искусство иносказания дипломатической службы. То есть в покидании могли участвовать турецкие спецслужбы. Это по сообщениям Аки-пресс сообщается, что они выкрали 100 учителей почти из 20 стран. И по заявлению околовластных турецких СМИ, покидание с помощью с помощью кыргызской ГКНБ и с ведома президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Поэтому сейчас межведомственная следственная группа и сам Министерство иностранных дел Кыргызской Республики должны ответить на такой вопрос: как покинул Орхан Инанды пределы Кыргызской Республики и какие документы для этого использовал. Еще в одном сообщении, где говорится об супруге Орхана Инанды и Рейхана Инанды, которая высказала предположение, что, возможно, Орхан Инанды до сих пор находится в здании посольства Турции в Бишкеке. Нурбек Абдиев и Министерство иностранных дел Кыргызстана как бы становится секретариатом турецкого посольства в Бишкеке и передает заявление турецкого посла, что это нонсенс и не относится к никакой правде. Вот такая цитата использована при этом. При этом никакого официального документа от турецкой стороны и мы не увидели, и заявление самого посла мы люди, граждане Кыргызстана, не услышали. Тем временем начался официальный визит президента Садыра Джапарова, как сообщается в некоторых СМИ, в Турецкую Республику. В числе обсуждаемых вопросов будут обсуждаться и, по предположению некоторых депутатов, исчезновение Орхана Инанды и злополучный вопрос передачи кыргызских лицеев САПАТ турецкому образовательному фонду «Мариф». Здесь мы хотим отметить некоторые факты, что в Афганистане и некоторых странах такие школы были после передачи «Марифы» просто закрыты за неимением финансирования и неимением учителей. В Афганистане был факт того, что привлекли за ограниченные средства пакистанцев, которые не знали ни местные диалекты Афганистана, ни английский язык. То есть целью передачи образовательному фонду «Мариф» кыргызских лицеев САПАТ первостепенной целью может стать не обучение детей, а закрытие этих школ. В таком случае «Мариф» пусть как и начал, пусть открывает свои школы параллельно со всеми частными и государственными школами в Кыргызской Республике и сделает несколько успешных выпусков учеников, и тогда мы, возможно, кыргызская сторона должна предоставить им больше условий для открытия других школ, а не отбирание школ образовательного учреждения САПАТ. Так, и в то же время, возможно, как и всегда, будет обсуждаться обвинение в терроризме структур, которые связываются с именем Фетхуллаха Гулена, проповедника, исламского проповедника. Мы хотим отметить, что эту сеть образовательных школ и лицеев по всей земле, во многих странах, больше 100 странах в мире,
признали террористическим только Турция и Азербайджан, а также организация «Исламская конференция», которая состоит из собрания коррумпированных и отсталых ортодоксов. Люди, около несколько десятков тысяч людей сидят только за то, что в тюрьмах Турции, за обучение и воспитание детей, за помощь близким людей, которые были брошены в тюрьмы. То есть они сидят, люди, за то, что дали им продукты, принесли им ужин вечером, устраивали кампании с продажей готовой еды для сбора денег для этих пострадавших, которые безвинно сидят в тюрьмах Турецкой Республики. Для того, чтобы освободить тюремные камеры, выпускают в Турции на свободу уголовников, чтобы освободить места для учителей, воспитателей и членов родительских комитетов, которые собирали деньги для финансирования частных школ. Это, возможно, бесценный опыт для кыргызских властей, если они хотят идти по этому пути и берут за образец такие действия турецких властей. Но, с одной стороны, надо отметить в конце, что надо отдать должное ГКНБ Кыргызстана. Они первые нашли виноватого в похищении Архана Инанды в лице самого Архана Инанды. Они сказали, что предупреждали руководителя образовательного учреждения об опасности. Это похоже на то, что если патрульно-постовая служба милиции предупреждает об опасности владельцев электрических самокатов. На этом у меня все. Спасибо. Пересылайте это видео, сделайте лайки, пишите комментарии. Это будет помощью для распространения этого видео по Кыргызстану и по всему миру. Спасибо.